Главное событие уходящего года для всех школьников «Елка главы-2017» началась на арене государственного цирка со сказочного представления «Дед Мороз и Баба Яга». Дети оказались в сказке о волшебных приключениях Снегурочки, которая пустилась на поиски Бабы Яги, укравшей новогодние подарки. Ей помогал отважный и храбрый школьник Денис. В путешествии на воздушном шаре они вместе со всеми ребятами побывали на Диком Западе. Далее они проследовали в Китай, после в удивительный загадочный Восток. И в конце вернулись в Якутию к повелителю холода Чусхану. Ловкие акробаты, великолепные статные лошади, пушистые дрессированные пудели и воздушные акробаты. Сказочное представление не оставило никого равнодушным. Во время торжества заместитель председателя правительства Республики Алексей Дьячковский наградил дипломами лауреатов премии президента России по поддержке талантливой молодежи. Это 11 ребят из разных учебных заведений Якутии, которые достойно выступили в этом году на всероссийских и международных олимпиадах и соревнованиях. Год был очень продуктивный. Я в этом учебном году съездил в государство Оман на выставку международную Милсет Азия, привез золотую медаль с выставки, да. И когда прилетел, узнал, что меня пригласили на елку. Я был очень удивлен, приятно поражен. Хотелось бы хорошо сдать ЕГЭ, конечно же, поступить в высшее учебное заведение, но проект свой оставлять я не намерен, буду продолжать работать. Этот год мне запомнился довольно многими вещами. В первую очередь я участвовала в московской конференции «Шаг в будущее», и там во время международной выставки я заняла первое место и попала в команду сборной Российской Федерации на Европейской конференции в Брюсселе. Скажи, как тебе елка главы? Она очень впечатляющая. Мне очень понравились все эти выступления, и я в восторге, честно говоря. Нынешний год был очень насыщенным для меня. Были очень большие мероприятия, такие как «Дети Азии». Да. Было очень много поездок и олимпиад. Нужно быть старательным, не лениться. Вот лень – это то, что мешает. Каждый ученик может быть здесь, но не каждый сможет побороть свою лень. Алексей Дьячковский еще раз отметил, что в следующем году, который в Якутии объявлен Годом молодежи, пройдет множество мероприятий, где каждый сможет продемонстрировать свой талант и навыки. В республике очень серьезное внимание мы обращаем по работе с талантливой молодежью, одаренной молодежью. Вы знаете, что в 2017 году у нас пройдет азиатская физическая олимпиада. Это очень серьезный проект. В 2018 году планируются международные интеллектуальные игры. Все это направлено для того, чтобы воспитать способных, конкурентоспособных детей, чтобы в целом они работали на благо Якутии, на благо народа Якутии. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.